Уйгуры Тангутской империи Си-Ся, от архитекторов цивилизации до хранителей ее наследия. Тангутская империя Си-Ся была основана в 1006 году на землях восточно-уйгурского идикутства Ганьчжоу и была полностью уничтожена монголами в 1227 году. От 200-летней империи не осталось почти никаких письменных и культурных памятников. И вот в 1908 году российская экспедиция совершила одно из величайших археологических открытий 20 века. Откопала в затерянном тангутском мертвом городе Харахота спрятанную библиотеку из тысяч манускриптов на тангутском, уйгурском и китайском языках. Эта находка позволила открыть уникальную цивилизацию империи Си-Ся, уничтоженную монголами. Но главная загадка, кто же спрятал и спас архивы в последние часы существования города? Восстановленные документы свидетельствуют, последним хранителем наследия Великой империи стал уйгур. Уйгуры контролировали восточный участок Шелкового пути и были монополистами. Хроники Сунхуа и Яцзига пишут, империя Си-Ся зависела от чая с северо-запада, и путь чая и лошадей непременно проходил через уйгуров. Уйгурским купцам в государстве Ся было даровано особое право беспошлинной торговли. Это сделало империю Си-Ся центром Шелкового пути. Тангуты были кочевниками, но встали на путь строительства оседлого, многонационального государства. Они поняли, что уйгуры обладают тем, что необходимо для создания Великой империи: городской культурой, административным опытом. Тангуты, составляя большинство, не боялись ассимиляции и целенаправленно интегрировали уйгуров. Тангутский свод законов пишет: если в числе преступников окажутся уйгуры, то о таких уйгурах местным властям следует своевременно доносить в вышестоящую инстанцию в столицу. Это уникальный правовой протекторат юридически закреплял привилегированное положение уйгуров в империи Си-Ся. Тангуты активно привлекали уйгуров на государственную службу. Так был создан стратегический союз с уйгурскими государствами. Император Великого Ся Юаньха начал грандиозный проект по переводу буддийского канона на тангутский язык. Сун Ши пишут: Ле Демен, вождь тангутов, отец основателя Си-Ся, отправил уйгура послом к Сун и просил даровать буддийские сутры. Монастырь Гаатай близ столицы стал главной переводческой академией империи. Хроники Си-Ся-Цзи пишут: в 1047 году в монастыре Гаатай жило много уйгурских монахов, которые обрабатывали присланные китайцами сутры и переводили их на тангутский язык. Император Лян Цзой и высшие сановники часто посещали этот монастырь. Там они слушали сутры, которые читали для них уйгурские монахи. Уйгуры принесли в Си-Ся уникальную технологию массовой типографской печати книг подвижным шрифтом на уйгурской хатанской бумаге. Это стало мощным инструментом распространения знаний и укрепления государственности империи Си-Ся. Археологические находки 1908 года показывают, в гроте номер 181 были найдены деревянные литеры уйгурского письма для печатания книг типографским набором. В Европе научатся печатать книги только через 500 лет. Тангутская культура стала уникальным сплавом стилей, где уйгурское влияние было определяющим. Академик Альденбург пишет: уйгурские мотивы отмечены в иконописи из Харахота. Искусство тангутов впитало в себя уйгурские, китайские и тибетские элементы. Письменность Си-Ся – это гибрид уйгурского письма и китайских иероглифов, как показывают сохранившиеся рукописи. В империи Си-Ся широко использовался уйгурский животный календарь. Как же получилось, что одна из самых могущественных и просвещенных империй была стерта с лица земли? От нее не осталось ничего, ни городов, ни хроник, ни самого народа тангутов. В 1219 году Чингисхан готовился к войне с Хорезмом и обратился к императору Си-Ся за помощью. Военачальник Аши Ганьба дерзко ответил послам: если у него не хватает войск, как он может называться великим ханом? Чингисхан поклялся вечным небом покарать империю Си-Ся. И в 1226 году Чингисхан, победив Хорезм, пошел войной на империю Си-Ся. Возникла уникальная ситуация. Империя Чингисхана, управляемая уйгурскими советниками и бюрократией, пошла войной на империю Си-Ся, также управляемую уйгурскими бюрократами и монахами. Император Си-Ся Ли Цзуньсюй отправил свою дочь, тангутскую принцессу, в жены Чингисхану с целью примирения. Уйгурские советники Чингисхана всегда учили его, что лучше живые города, которые платят налоги, чем выжженная земля. И вот когда монгольская армия приступила к осаде столицы Си-Ся, городу Чжунсин, Чингисхан внезапно умирает. Согласно хроникам Рашида ад-Дина, в брачную ночь его закалывает скрытым кинжалом та самая тангутская принцесса. Монгольская армия в ярости не оставила камня на камне от процветающей империи Си-Ся. Тангутский народ исчез навсегда. И мы бы никогда не узнали о цивилизации и культуре тангутского государства, если бы не спрятанные в тайниках Харахота тысячи тангутских и уйгурских манускриптов. Так кто же их спрятал? Это был Другучий Харахота, уйгур Сужиай. Именно он в марте 1225 года организовывал встречу с монгольским послом с целью примирения.
В 1225 году в пограничном городе Харахота царили паника и хаос. Управляющий обороной города Тангут Мбенин Дживува просил о замене его уйгуром Суже Айшионом. Весной 1226 года монгольское войско обрушилось на империю Сися, и первой его жертвой стал город Харахота. И именно тогда, в суматохе последних дней, уйгур Сужай, Даругачи Харахота, отдает самый важный приказ в своей жизни и в истории тангутской цивилизации. Все архивы, все свитки, все бесценные рукописи и печатные доски спрятать. Этот приказ стал актом величайшего культурного воскрешения. Сокрытая в тайнике библиотека пролежала в песках почти 800 лет, пока в 1908 году ее не обнаружила российская экспедиция. Уйгуры, бывшие архитекторами и идеологами тангутской цивилизации при ее жизни, стали ее хранителями после смерти. Они спасли от забвения душу империи Сися, позволив ей спустя века рассказать свою историю миру.